Руслан Фаргиев обратился от имени жителей сельского поселения Сагапши по вопросу газификации улицы Мержоева. По его словам, вот уже 30 лет жители данной улицы ждут, когда им проведут газ. Представители «Газпром», Межрегионгаз, Назрань и администрации Малгобекского района сообщили, что в 2023 году в рамках социальной догазификации будут проводиться работы по подключению к ресурсам указанной улицы. Они подтвердили установленные главой республики сроки реализации проекта 1 октября текущего года. Галая улицы, улицы тоже через огороды, а чего газ, а чего до города еще много, амду платить еще много закон. Ну Галая улица газ. Так как мы поменяли проект по данной улице, сейчас этот вид работ находится на проектировании, стадии проектирования. Неделя-две, и мы готовы будем начать уже строительно-монтажные работы по этой работе. И до Энделя, до начала отопительного периода, по этой улице у нас уже должен быть газопровод. То есть давайте так, до 1 октября вы проложите, правильно? Да. Гази, его нельзя прокладывать, нарушение ЖЖД, а потом, если домовладение не оформлено, они не могут, это источник повышенной опасности. Кроме того, сейчас-то им, это знаете что хорошо, что они вам и в дом проведут, и разводку сделают. Бери список, бери, значит, домовладение, свидетельство на дом, на землю, и чтобы у них было. Потому что они не могут несуществующий дом прокладывать газ. Как у тебя газ там оказался? Вопрос Хаважа Акпиева касался дорожной инфраструктуры. Он выступил от имени жителей сельского поселения Средние Ачелуки с просьбой оказать содействие в реконструкции мостового перехода, строительстве тротуара и снабжении улиц освещением. Минавтодор Ингушетии проинформировал, что данные работы реализуемы в 2024 году. Уже запланирован капитальный ремонт автомобильной дороги трасса Кавказ в направлении Карабулак, Средние Ачелуки, Гейрбекюрт. Данные работы учитывают ремонт мостового перехода, соединяющего Средние Ачелуки и Гейрбекюрт. Махмуд Али Калиматов отметил важность проекта в целях безопасности жителей сел. Мост возведен где-то еще в 60-х годах. Эта дорога идет до Мазок, по-моему, если я не ошибаюсь. В военных целях сложен. Соответственно, он сейчас уже в таком ветхом состоянии. И, возможно, упадет, возможно, нет. Но надо чинить. Мы делаем, мосты будем делать. Но есть одна вещь. Исследовать его на аварийность, а потом, значит, какой-то ремонт сделать, тот, который бы, если есть там нужда, чтобы этот мост не влек за собой опасность для переезда, прохода жителей и машин. Берите сроки, ставьте, значит, до 1 сентября дорога сделана, в 2024 году. Да. В 2025 году мост. Тоже до июня месяца. На этом участке, в принципе, там как бы тротуары, да, ладно, но там проблема такая, что там холмистая местность и так далее, освещенности просто никакой вечером. Едешь вечером, никого не видно вообще. Там тротуар и освещение уже начали сегодня, там подрядчика я нанял, там работа начата сегодня, то есть поэтому освещению. Думаю, 10 дней там будет освещение. Вот, давайте, мне по датам. 10 дней я закончу с освещением и с тротуаром. Все, вот даты, вот они записаны, глава знает, вот контрольное управление, Борисов Андрей Викторович, вот он на контроле, вот он всегда эти вещи кладет мне на стол, когда за 5, за 10 дней до срока. И я уже буду знать. Зараз отсюдой короткий разговор. Понятно? Давай, эту блоху. В обращении жительницы сельского поселения Икажева Елизаветы Сокаловой от лица родителей и воспитанников спортивной школы Олимпийского резерва Икажева говорилось о необходимости оказать содействие в проведении ремонта школы. По данным Минспорта, в текущем году планируется поставка и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания модульного спортивного сооружения. Оно обеспечит беспрерывный тренировочный процесс для детей. Профильное ведомство также подготовит письмо в Минфин Ингушетии с просьбой предусмотреть дополнительные денежные средства для проведения текущего ремонта спортивной школы Олимпийского резерва Икажева при внесении изменений в закон о республиканском бюджете на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годы. Там лежит мата прямо на бетоне. Понимаете, это неприемлемо. Это когда? Это ФОК такой? Там капремонт нужен? Капремонт нужен. Сколько денег надо? До 10 миллионов. Так, ты сделал это?
Смета. У нас смета есть, да. Близлежащие есть там спортивные, куда можно детей привести? Нет, только один ФОК. Все в этом поселении кажут, только один ФОК. Модульный зал, значит, это огромное спортивное сооружение, которое будет прямо рядом с этим ФОКом построено. Когда оно будет построено? До конца года. Сейчас мы законтрактуемся до 1 апреля. Определимся с подрядной организацией, и до конца года мы его построим. То есть оно будет готово к эксплуатации? Конечно. И дети могут перейти туда, да, то есть в новое? Конечно. А потом начнете это ремонтировать? Да, начнем ремонтировать старое, да. До 25 декабря этого года у нас будет новое здание. Модульный зал. Модульный зал, куда все дети перейдут. Но там будет душевые. Там все предусмотрено. Душевые, кабинеты, все. Очистные через вот это предприятие, очистные поставить. Обязательно. Ни одно здание, сооружение не разрешайте без очистных ставить. По нас проекту «Спорт норма жизни» в этом году будет закуплен необходимый инвентарь на сумму 3 миллиона рублей. Форму или что-то еще. Посмотрите, что детям нужно. Возраст младшие группы. Я 1 миллион рублей выделю с фонда на открытие и вручите от меня. Вот пусть она вручит. Обязательно мы вникнем, сделаем. Вот, и на контроль, вот контрольное управление, взято на контроль, мне будут докладывать периодически. Вопрос учительницы начальных классов сельского поселения Вежери Фатимы Нальгиевой касался предоставления социальной выплаты на улучшение жилищных условий по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Она также получила поддержку главы. Школу сделали, детский сад построили, дом культуры построили, ФАП построили, дорогу сделали. Это очень хорошо, правда? Село очень красивое, удивительно красивое село. Подпадает она? Подпадает. А? Подпадает. Можешь помочь? Поможем. Значит, вот министр, это по линии Минсельхоза живет, да? Значит, тем более педагог, тем более в селе, тем более есть основания. Значит, по времени, когда это? В течение 3 месяцев, если с документами у него все будет в порядке. Значит, вот надо что сделать? Вот по документу. Значит, перечень документов, закрепить специалист. У тебя же не каждый день приходит. Да? Каждый день. Нет, ну вот сегодня категория есть, да, она подпадает, основания есть, да, взять просто от Елушчин. По итогам личного приема руководителям министерств и ведомств, органов муниципальной власти был дан ряд поручений и рекомендаций по решению вопросов, с которыми обратились к главе Ингушетии жители региона. Муслим Ганиев, Хусен Гагиев, Юсуп Ханиев, Рахман Цуров. Новости 24.